сейчас все покажу в лесу. Пойдем, я первая пойду, а ты забудешь, как всегда. Ой, пойдем. Ой, какой чистый, свежий воздух. Посмотри направо, как красиво. А налево так вообще красота. Ой, ну что, за ягодами пойдем? Да, мы сейчас с тобой и грибы, и ягод насобираем. Так, пойдем дальше, тогда пойдем. О, хорошо, что мы с тобой солнышко место выбрали. Смотрите, красота. Это ж так здорово. Ой. Медведь, что ли, где-то близко? Чё-то шуршит. А может бобер? О, Ёвушка, может, не пойдем дальше? Ты подожди. Если медведь, так я на него. И он... Отлично, отлично, замечательно. Ёвушка, если честно, я сама впервые слышу, как медведь рычит. Давай подойдем подальше. Туда пойдем или туда, или туда. Так, давай посчиталочкой быстренько. Так, ты не помнишь, как там дороги ведет? Направо пойдешь? Так, там след твой отыщешь, наверное. Так, Вот ты совсем загнула. сюда пойдем, вещи свои потеряем. Так, нет, давай пошли вперед. Стой! Слышь, по дереву кто-то стучит. Ага, это же дятел, это же сись. Тут видишь, какие у нас в лесах доктора. Они постоянно тут стучат, наши деревья оберегают, лечат от всяких вредных жучков, вредных существ. Вот, хорошо. Как стучит-то громко, аж по голове как будто. Да-да-да, пойдем туда, Ёмушка. Так, иди за мной. Смотри под ноги, Ёмушка. Это что, ребенок, что ли, плачет? Послушай. Ты кого увидела? Показалось. Ага. Смотри, зайчик пробегает. Это он так кричал. Ёвушка, ты знала? Зайчик кричит так, как будто бы ребенок плачет. О, ужас. Если услышать, как он громко кричит, это можно вообще рухнуть в обморок. Пошли дальше. А я думала, это Верс опять ноет. Наверное, кто-то обидел его и опять плачет. Наверное. Тут полянка. Сейчас мы с тобой столько грибов насобираем. Только слушай, я ж корзинку забыла. Ай ты, старая уже, голова уже с дырой у тебя. А корзинка где? Я тоже забыла. Куда будем собирать? А в юбку мою как возьму, да полные грибов соберу. Ой, много-много хватит. Ёвушка, это ты башмак свой, что ли, оставила в прошлый раз? Слушай, да нет, чтоб маловат. Это же твои тухли. Ёвушка, посмотри. Это я, наверное, богатыря в прошлый раз не доела. Это точно. Подожди, Что еще? слышишь? А это кто такой шуршит? Слушай, мамушка, это знаешь, рядышком с нами сейчас находится царь Роми лесов. Ты хоть знаешь, кто тут вообще правит? Кто тут царь? Я царевна. Ладно, ты-то царевна, ладно, а царь-то кто? Не знаю, если мужья возьму кого-нибудь, либо Гундера, либо Версу, то, может, царем станет. Так, это же лось, это Юра, Ёмушка, самое большое животное коми лесов. Медведь, конечно, тоже большой, но царь коми лесов, фарма, это Юра, лось с огромными рогами. Давай пойдем, отойдем подальше, а то нам скажет, что. Ой, я таких рогов больших боюсь. Ну ж, а нам домой не пора? Чё-то мы много кого встречаем сегодня. А как же грибы и ягоды? А еще сходим. Ну ладно, давай тогда. Что-то да, сегодня очень много лесных жителей гуляют, а, наверное, по своим делам гуляют, не до нас им. Смотри! Ёвушка, смотри, это же белочка! Я думала, опять лосей медведей встретила. Что ж ты так пугаешь-то? Вот смотри! Ёвушка, смотри, Билли своими огромными. А почему он не спит? Да, дело, наверное, уже ближе к вечеру, да? Мы что-то загулялись с тобой в лесу. Да, действительно, пойдем уже домой. Вот мы с тобой погулять, ни грибов, ни ягод не собрали. Ой, и мошкары столько. А я и думаю, кто тут... Это, оказывается,
наблюдает. Знаешь, наверное, его мошкара укусила. Ладно, спасибо за гостеприимство. Ладно, пойдем домой. Пора, лес родной, нам домой. Пора честь знать.